Десятки ярмарочных палаток у Назраунского дворца культуры – своего рода предвестник экономического форума. Деловая Ингушетия 2017 традиционно начинается с выставки «Инг-Экспотур», которая сполна оправдала звание многопрофильной. Мало где рядом с молочными продуктами и одеждой можно увидеть технические новинки и стройматериалы. Предприниматели республики привлекают гостей форума, демонстрируя свою продукцию во всей красе. Желающие могут что-то из них даже продегустировать. Каждый город и район республики богат своим туристическим потенциалом в различных направлениях. В выставке участвуют музеи, картинные галереи, предприятия сувенирной продукции, производители изделий традиционных народных промыслов, а также гостиницы и туристические фирмы. Всесезонный курорт Арамхи демонстрирует гостям выставки свой прокатный инвентарь. Например, на курорте всего за 1000 рублей можно арендовать полный комплект лыжного снаряжения и кататься весь день. Кроме того, курорт сдает в прокат вело- и мототехнику, необходимы только соответствующие права. Мототехника – это снегоходы, мотоциклы, велосипеды. У нас это сопутствующая такая составляющая горнолыжного склона. Горнолыжный склон у нас сертифицирован, красный, находится в живописном месте. Это горы, сельское поселение Арамхи. И мы также проводили там несколько чемпионатов России, Кубок СКФО, Юга России. И даже выставили свою спортсменку, которая выиграла чемпионат мира по горным лыжам среди глухих. Из 5 дисциплин мы имеем 3 золота, 2 серебра на сегодняшний день. Что касается прокатного инвентаря, вот то, что вы видите, это красный мотоцикл, это Honda. Он сдается в аренду только людям, у которого есть права на мототехнику и стаж более 6 лет. Что касается Ирбиса, там стаж 2 года, тоже права. Также мототехника. Тут своя, это снегоход, тут свои права, уже Ростехнадзор выдает права. Это тракторные права первой категории, это вездеходные мотосредства. Вот на это. Также курорт заявил о себе в гастрономическом туризме. В этом году на выставке он представил травяной чай джирах, который собирают высоко в горах. Производство только начинает набирать обороты, а в перспективе Арамхи собирается увеличивать ассортимент своих травяных сборов. Туда входит в состав чебрец, душица, зверобой, много разных других трав. То есть аромат, конечно, сами посмотрите, очень даже приятный. Очень полезен для здоровья. И для почек, и для кишечника, и для сердца, давления у кого, кто болеет с давлением. Вторая региональная туристическая выставка проходит в рамках экономического форума «Деловая Ингушетия». Ее цель – информировать жителей и гостей республики о состоянии туристической индустрии, показа перспективных направлений и возможностей для оздоровления и активного отдыха. Кроме того, это возможность активизировать развитие внутреннего и въездного туризма. С развитием туризма в нашем регионе большой интерес проявляется как у местных жителей, так и у гостей, именно к туристическому потенциалу. И сегодня представлены у нас и города, и районы. А также отдельный павильон у нас предоставлен и всесезонному курорту Арамхи. Большой спектр услуг в сфере туризма. Это и сувенирная продукция, раздаточные материалы, также презентация туристических маршрутов. Нужно отметить, что каждый город и каждый район очень тщательно подошел к выставке. Здесь у нас представлены и музейная продукция, и народные промыслы. Не обошлось без гастрономического туризма. Вот в этом году курорт порадовал наших гостей и жителей. Это травяным чаем джирах. Также Малгобек очень вкусной хлебной продукции. Выставка только открылась, я думаю, за сегодняшний день большой интерес будет и у жителей, и у гостей познакомиться и с достопримечательностями, и с новыми маршрутами, как по горной, так и по равнинной части. Художник Пагаудин Саков демонстрирует на выставке работы своих учеников. Они изготовляют барельефы и скульптуры из серой глины, которую привозят из сельского поселения Галашки. Подходят, спрашивают. Мне даже предлагали
это лечебном корпусе, в Джайрасском корпусе, село. Вот там готовы выделить мне помещение, небольшой уголок, где я бы это выставлял бы. Каждая этой работы отдельный автор, да, дети. Вот если они с их разрешения, я могу их продать. От продажи это будет в их карман, но и в семейный их бюджет. Это для них тоже какой-то интерес будет дальше учиться. Инк-экспотур – это площадка для презентации новых туристических маршрутов. К примеру, в павильоне Волгобека региональное поисковое движение представило 2 военно-исторических маршрута по местам боевой славы. Однако большую популярность на ярмарке занимает само поисковое движение. На видном месте выложены артефакты времен Великой Отечественной войны, результат поисковой деятельности с 2010 года. Судя вот по этому штык-ножу, да, можно судить интенсивность огня. То есть вот по одному он был ножно, вот мы его заварили с одной стороны, вот видите, просто приложили, заварили. В один нож попали 3 выстрела, видите. То есть по ней или там вот по этой же кружке можно судить, какая там интенсивность огня была, какой жаркий бой шел. То есть если сказать, за 4 месяца боевых действий, если умерло 120 тысяч человек, то можно понять, насколько сильно было противостояние. Туристическая отрасль в регионе – одна из наиболее динамично развивающихся. По мнению регионального туристического ведомства, важно не просто наращивать турпоток, но и повышать уровень оказываемых услуг, чтобы туристы надолго оставались в нашем регионе. На площади перед Назрановским домом культуры многолюдно. Первым слово берет глава Ингушетии. Он же открывает форум «Деловая Ингушетия-2017». Юнусбек Евкуров отметил значимость форума для нашего региона, учитывая потенциал во всех отраслях экономики. Обращаясь к предпринимателям, он отметил, что их продукцию нужно реализовывать на территории региона по доступным ценам. Я хочу сердечно приветствовать в первую очередь наших гостей и те, которые приехали, руководители из Москвы, с федерального центра, и особенно наших гостей, которые приехали сюда, предприниматели, которые приехали с регионов России. Форум приурочен к нашему юбилею, празднику республики, 25-летию республики. И уверен, что форум пройдет на высоком уровне, он с каждым годом набирает обороты, с каждым годом и масштаб представленных товаров, проектов впечатляет. И, конечно, мы уже можем в этом году делать определенную оценку, выводы, подвести итоги наших предыдущих и сегодняшнего форума. Председатель парламента республики, в свою очередь, пожелал предпринимателям удачи и заключения взаимовыгодных сделок. Год 25-летия нашей республики для нас это тоже хороший подарок. Я бы хотел поблагодарить всех предпринимателей, которые приехали из других регионов к нам в республику. Спасибо. Я думаю, что ваша поездка мы будем считать удавшейся, потому что будут заключены контракты. В списке высоких гостей форума заместитель директора агентства стратегических инициатив Ольга Левицкая отметила, что за годы проведения форума Ингушетия успешно наладила экспорт своих товаров в другие регионы. Я рада приветствовать вас на этом форуме. Агентство очень благодарит за высокую оценку деятельности нашей по оценке инвестиционного климата. У вас очень красивый край, и за последние 3 года я прочитала, что в 3 раза вырос туристический поток, и мне кажется, это то направление, которое обеспечит процветание республики, и желаю вам удачи на этом пути. Спасибо большое. После официальной части мероприятия знакомство с выставкой. Айшат Калуева уже не первый десяток лет занимается выпечкой. Для нее форум – отличная возможность познакомить широкую публику со своей продукцией. Я с 1978 года работаю в этой сфере. Мы занимаемся производством кондитерских, хлебобулочных изделий в большом ассортименте. Стаж работы большой. Спрос продукции у нас идет. На всех таких мероприятиях, где представлена наша республика, мы всегда стараемся принимать участие, представлять свою продукцию и представлять лицо Сунжинского района. Свою продукцию на форуме выставили предприниматели из других регионов. К
К примеру, весь прилавок Нурлана Сабурова занимает чай. Здесь есть сорта для самого взыскательного любителя этого напитка. Чай китайский, имеется также цейлонский чай, чаи лечебные у меня, от печени, от почек, общеукрепляющие для всего организма на основе лесных ягод и продуктов натуральных. Я увидел этот форум в интернете, честно говоря, когда я был в Дагестане. И приехал, очень доброжелательно меня встретили тут и пригласили здесь постоять. Каждый район и город республики занимает тут свой павильон. В этой палатке с колбасными изделиями от КФХ «Ярышев» соседствуют энергосберегающие лампочки от завода светодиодного оборудования в Малгобеке. А вот что касается меда, здесь с Ингушетией сложно кому-то соперничать. Мед, он полезен, нектарный чистый мед, он очень полезен. Это как лучший лекарств всякого, потому что это природный продукт, ни на что отрицательно не влияет, а лечебные свойства неописуемы. Очень хорошая продукция чистого меда. Что касается промышленности, то завод по производству полиэтиленовых труб и железобетонных изделий также не остались в стороне от форума. Несмотря на то, что открылись эти предприятия не так давно, спрос на их товар уже есть и немалый. Завод выпускает полиэтиленовые трубы для газа и водоснабжения от 16 до 630 диаметра. Продукция востребована по всему Кавказу, по югу России. Также наша продукция уходит и в Сибирь по железной дороге. Деловая Ингушетия собрала на пленарное заседание руководителей министерств и ведомств, представителей коммерческих организаций и бизнес-сообществ. Последние, пожалуй, самые важные участники этого заседания. Они занимаются производством и поставкой строительных материалов, техники, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и народного потребления, тем самым поднимая уровень малого и среднего бизнеса республики. Юнусбек Евкуров выделил несколько приоритетных направлений в развитии экономики Ингушетии. В Москве форум связан в первую очередь с тем, чтобы поддержать тех производителей, тех предпринимателей, которые не занимаются масштабными проектами. Это больше, наверное, связано с теми предпринимателями, которые находятся в среднем и малом среднем бизнесе, я бы так сказал. Такие форумы позволяют, во-первых, изучить опыт друг друга и каким-то образом даже и внедрять свои практики в регионы, как Кавказа, Северо-Кавказ, так и другие регионы России. Самых успешных и добросовестных предпринимателей Юнусбек Евкуров наградил почетной грамотой главы Ингушетии. Лиянову Исвету Магомедовну, начальника отдела некоммерческой микрофинансовой компании по поддержке предпринимательства. В завершении 4-го многопрофильного экономического бизнес-форума «Деловая Ингушетия 2017» был подписан целый ряд соглашений. В основном полностью это фактически благодаря, что мы обязаны сказать. Бизнесмен Иса Балаев рассказывает о завершении строительства очередного объекта его компании «Стройиндустрия». Меньше чем за год они возвели многоэтажный дом в сельском поселении Нестеровское. На счету компании уже несколько сданных крупных объектов в Сунжинском районе. İnisiyatif Padar'da Glava Respubliki var, Yunusbek Евкуров, и глава района Хашгурю Иса уже хабяхашти, метигури хосогерики школы и садики. И бол без хосогери метиги издевения. Али она что Бога Бог мир, хабеш Бог бы, помога Богладики будет. Яйца практически кичтут уже 16 квартир у нас уже готовы, можно сказать. Уже до конца октября реально возраки чудо. Здесь у нас инвестиционный проект 1000 квартир. Удачное расположение дома вместе с развитой инфраструктурой обеспечит большой спрос. 3 четырехэтажных жилых дома, в каждой из которых по 16 однокомнатных, 2-, 3- и 4-комнатных квартир. Прилегающая территория также будет благоустроена детскими площадками и зоной отдыха. У нас это не первое инвестиционное соглашение с данным предпринимателем. Имеет место строительство 8-этажного жилого дома. 8-этажного жилого дома на 56 квартир в то время на СП Сунжа, то есть в данном случае в городе Сунжа, а также 5-этажного жилого дома на 28 квартир также в городе Сунжа. Причем в каждом из этих домов на первый этаж также был занят, предусмотрен под объекты предпринимательской деятельности, либо под офисные объекты. Почему я делаю столь заостряя внимание на объектах предпринимательской деятельности? Это стимулирует создание дополнительных рабочих мест.
Деловая Ингушетия, безусловно, стала одним из самых ярких событий года в экономической жизни республики. У нас именно за последний год добавилось очень много производств, которые мы, соответственно, здесь и выставляли. Районы и города отдельные территории заняли и там представили всю продукцию, которая у них на территории производится. Форум объединил участников из регионов СКФО, Московской области и Ростова-на-Дону, а также представителей Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства, Агентства стратегических инициатив, Организации женщин и бизнеса и многих других. В этом году мы совместили два форума. Это вот организация женщин и бизнеса. Она сейчас все больше и больше увеличивается, набирает обороты, эта организация, и в их число уже входит порядка 50 регионов. У нас мы открыли у себя в регионе тоже эту организацию и представительство, и руководителя выбрали вот на этом форуме. Эта организация тоже привезла с других регионов, там порядка 30 регионов представителей были у нас на нашем форуме. Соответственно, мы провели сразу два форума, можно так сказать. Результатами форума «Деловая Ингушетия-2017» можно похвастаться. В Министерстве экономики подводят итоги. В рамках форума заключено 19 соглашений на общую сумму 5 миллиардов и 300 миллионов рублей. Сейчас в Министерстве налаживают механизм по контролю за реализацией проектов с последующим ежеквартальным отчетом.